27 ноября, Екатеринбург, рядом площадь 1905 года, где мы стояли с пикетом. Сегодня у нас на плакате было написано «Вся власть народу». Не советом, вся власть советом, хватит, насоветовали пока. Вот, вся власть народу. Сначала народу, а потом уж кому-нибудь. Вот, мы в машине находимся по какой причине? Чтобы немножко было тихо, чтобы можно было чуть-чуть представить хотя бы ребят, которые находятся вместе со мной. Что это за ребята? Я пока имена не называю, просто говорю. Вот когда мы после пикета приходим где-то, отогреваемся и пьем кофе или чай, да, всегда кто-то к нам подходит, всегда мы начинаем общаться, разговаривать. То есть сторонники, те, кто знает о том, что мы, или узнал о том, что мы приехали в город. Вот сегодня пришли, ни с кем из них я не был знаком до этого, ни с кем из них. Давайте начнем с водителя, мы в его машине, вот он подъехал. Это Александр. Александр, откуда вы? Несколько представьтесь-ка. Я с города Асбеста, здравствуйте все, меня зовут Александр. Вы следили за движением отряда? Да, с самого начала там. Как узнали, что мы в городе? А в городе сегодня пошел таксовать и ролики между делом просматривал. И посмотрел, удивился, говорю, как так-то я проглядел. И давай искать номер телефона. Игорь позвонил, вот подъехал. Вот, очень рад увидеть. Я, когда беседовал с Сашей до этого, узнал, что он собирался к нам в отряд. Это да, правда, Саша? Ну, это да, это честно так и хотел. Но подготовиться, заработать на рюкзак, одежду, палатку. Ну, я очень волнуюсь, извините. Да, это нормально. Это нормально. Все люди простые, как говорится, да. Хорошо, Саша водитель машины. Слева от меня Владислав. Вот единственное, да, что я о нем знаю. Я не знаю ни где он работает, ни кем работает, ни чем занимается. Да. Я екатеринбуржец, Виктор Алексеевич. Очень рад вас с Игорем видеть. Тоже достаточно давно слежу за вашим походом. Мне кажется, это что-то в этом вашем походе есть красивое и благородное, на самом деле. Чего давно не было, и на самом деле, что зачастую чуждо политики. Вот ваш поход, он в приятную, в хорошую сторону отличается от общепринятой политики тем, что он содержит в себе изначально какое-то светлое, такое хорошее, позитивное зерно. Вот на самом деле, благодаря этому зерну, извините, тоже, наверное, коряво изъясняю сейчас, но тем не менее, да, мне это показалось чем-то хорошим, благородным, поэтому слежу за новостями. А род занятий, Владислав, у вас какой? Инженер. Инженер, Екатеринбург, да. Инженер. Владислав тоже следит, тоже узнали, кстати, что мы здесь. Подписан на канал, увидел в телефоне информацию о том, что сегодня проходит акция на площади 5-го года. Попробовал с вами связаться, что у меня получилось, к счастью. Что и благополучно получилось. Хорошо. Идем дальше по машине. Справа от меня Эмилио кубинец. Он общественник не просто, он политизированный общественник, как и положено кубинцу. Он активист организации «Левый фронт». Я правильно говорю? Да, все правильно. Все правильно. Вот, если немножечко, чтобы как бы зрители знали, то есть вы родились на Кубе, Эмилио? Да, родился на Кубе. На Кубе. Учились у нас здесь на кого? Закончили военно-морское училище. Военно-морское училище. По специальности кто, Эмилио? Инженер-электромеханик по артиллерийским и ракетным вооружениям. По ракетному, морскому, судовому ракетному вооружению. Если вы смотрели фильм «Особенности национальной рыбалки», вы представляете хорошо специалистов по судовым ракетным установкам. Вот Эмилио один из них, так сказать. Эмилио, левый фронт, левое движение, марксизм. Насколько это близко душе кубинца? Ну, я как представитель левого фронта, мне очень приятно, что именно я выбрал эту организацию, левую организацию, именно из-за взгляды, левые взгляды, потому что у нас нет другого выбора, чем социализм. Только социализм может гарантировать социальную справедливость и свободу совести людей. Эмилио, вот такой вопрос.
о Кубе. Я не специалист, не был на Кубе ни разу. Идеи социализма живы на Кубе или? Но идея социализма на Кубе, конечно, у нас обновленный социализм, потому что очень трудно сосуществовать в мире, где такая полная глобализация, да, и поэтому, то есть это Куба старается сейчас создать социализм нового типа, так, и по крайней мере классики марксизма-ленинизма они не отрицают, что при социализме может существовать частная собственность и так далее. И вот то, что Куба сейчас именно старается... По какому пути она начинает идти. Эмилия, вы можете сказать, у вас есть народовластие или у вас есть вождь революции? Но на данный момент я бы сказал, что у нас есть бессмертный лидер Фидель Кастро, да? А на данный момент у нас есть президент, который выбран демократическим путем, выбранный народ, кубинского народа. Угу. И вот такой вопрос. Не могу вам его не задать, потому что вы кубинец. Че Гевара для вас это кто? Для меня лично Че Гевара это символ. Это человек, который не принадлежит своей эпохе. Это человек, который не пожертвовал даже лишние усилия, чтобы подняться в борьбе против империализма за свободу народов мира. Угу. Эмилия, вы знаете, что художники, которые готовили майку, портрет на майке, так сказать, который носят сторонники шамана, они взяли именно портрет Че Гевары и туда вписали лицо шамана Александра Габаша. Видели такую? Я не видел, но я очень рад, что приняли такое решение. Понятно. Вот, Эмилия, все мы вместе находимся по той простой причине, что нас сводит вместе вот это движение. Я в роли Деда Мороза нахожусь и одновременно как бы идеи народовластия стараюсь пропагандировать доступным мне способом. Хотелось бы сказать спасибо, во-первых, кто вот нашел нас здесь. Нас здесь просто нашли. Мы ни с кем не договаривались предварительно, когда ехали на поезде. Нас здесь нашли. Всем сказать спасибо Александру, Владиславу, Эмилию, значит, левым и не левым активистам гражданским, гражданам, жителям. И как Деду Морозу, конечно же, пожелать всем ребятам, которые в машине, и Игорю, конечно, тоже, и самому себе, чтобы вот идеи народовластия, вот это вот наше какое-то душевное стремление, чтобы в России как-то что-то стало посовременнее, получше, как говорит Эмилия, обновленный социализм или обновленный капитализм, или что там у нас в стране, как его назвать? Что-то честное появилось. Что-то честное появилось, обновленное, чтобы вот эти перемены наступили в 2020 году. Но особая просьба к Эмилию. Знаете, почему Эмилия говорит на родном испанском языке? И я бы хотел, чтобы он на родном испанском языке всем нам и в лице нас, может быть, всему российскому народу пожелал что-то новогоднее к 2020 году на родном испанском языке. Спасибо. Я сейчас не только от себя, от имени всех левопатриотических сил Екатеринбурга, от имени Левого фронта и Коммунистической партии Российской Федерации, хочу на испанском языке выразить некоторые слова. Queridos compañeros, camaradas, les deseo que en el nuevo año 2020 tengan muchos progresos, que nuestra vida social sea en dirección al socialismo, porque solo el socialismo puede darnos la justicia social y el bienestar social a todo el pueblo ruso. Que viva el socialismo, abajo el capitalismo.
Вива Куба! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! Венцеремос, одним словом. Venceremos. Венцеремос. Ну что, спасибо огромное. Завтра у нас Челябинск по плану. Нас там ждут. Мы с удовольствием туда поедем. А те, кто нас сопровождает по долгу службы, ну, они все знают. И мы, как говорится, свою работу делаем, свою миссию, они свою работу. И я думаю, что все будет хорошо, и путь наш продолжится успешно. До завтра, может быть. До завтра.